Мы продолжаем эфир Якутии-24 выпуском новостей. В студии работает Василий Радченко. Здравствуйте. День весны и труда сегодня отмечают в стране. Во всех регионах прошли праздничные первомайские демонстрации. Этот день в основе своей посвящен рабочему классу. И те слова, которые адресует власть трудящимся и учебным коллективам, подводят итоги и обозначают цели на грядущую перспективу развития. В Якутске шествие по центральной улице возглавила колонна, посвященная Году театра в России и Году консолидации в республике. Все это прошло под речи руководства региона, муниципальных образований, организаций и трудовых коллективов. Приоритет трудоустройства якутян во всех отраслях – это наша ключевая позиция. Защита человека труда, создание новых рабочих мест, условий для непрерывного обучения якутян, рост предпринимательства и совершенствование системы оплаты труда – эти задачи стоят сегодня перед нами. В нашей трудолюбивой, богатой ресурсами республике каждый человек должен иметь гарантии благополучной жизни. Дорогие друзья, в этот праздничный солнечный день я хочу поблагодарить вас всех, молодежь, трудящихся, наших ветеранов, жителей промышленных и сельских районов, жителей суровой Арктики, всех якутян. Вашим трудом и заботой развивается наша прекрасная республика. Также в столице во второй половине дня на главных площадях проходит развлекательная программа самодеятельных танцевальных коллективов, конкурс рисунков и многое другое. А для самых маленьких в городском парке культуры и отдыха конкурсные программы. Завершится праздник концертом артистов Государственного театра эстрады республики на площади Ленина. Как вы сегодня решили провести выходной 1 мая? Захотели отметить этот праздник «Мир, труд, май» с детьми, чтобы свежим воздухом подышали и увидели в Инстаграме то, что будут здесь праздник проводить. Сегодня встретиться с подружками, потому что не виделись давно, и вот решили встретиться. Ну, мы вышли, погуляли с ребенком, прошли по центру города вместе с моим коллективом. 4-я коррекционная школа. Всем привет! Вот, очень хорошо на улице, тепло. Что бы вы хотели пожелать в этот день? Я бы хотела пожелать, конечно, счастья всем, здоровья и чтобы все было хорошо. А в Нерюнгри праздник весны и труда собрал более 3000 работников трудовых коллективов и предприятий города. После всех традиционных процессий прошло награждение трудовых коллективов за активное участие в общественной деятельности. Продолжилось празднование развлекательной программы с конкурсами и выступлением творческих коллективов города. 1 мая – это праздник труда, это праздник детства, это красные флажки. Он отмечается с самого детства, с времен СССР. Всех с праздником, всех с 1 мая. 1 мая – это день солидарности трудящихся, всех. И мы этот праздник очень весело празднуем. Всегда приходим на шествие. 1 мая больше всего вспоминаешь то, как было раньше у наших родителей. Конечно, трудились много, очень долго, по сменам, да, а потом отдыхали. Вот этот праздник, наверное, все вместе включает. И мы тоже поддерживаем эту традицию. Весны, труда и мира! Ура! А вот жителям Алекминска сегодня больше всех не повезло с погодой. Густой снегопад перешел в дождь. Но даже это не испортило людям праздник. Колонны были полные, а участники с замечательным настроением. Наряду с демонстрацией люди встретили праздник фестивалем «Алекминск многоликий». 14 организаций города представили национальные культуры, надев яркие красочные костюмы. Все это отразило единение национальностей, проживающих на территории Алекминского района в мире и согласии. Сегодня у нас настроение отличное. Хоть идет снег с дождем, но наша доблестная больница со всеми своими 15 республик, которые сегодня присутствуют в нашем коллективе, и мы все дружно идем наш праздник встречать. И желаем всем сегодня, чтобы было всем весело, красиво, за мир, за труд, за май. Ура! Мы всегда едины. И всегда у нас в душе светит солнце. И желаем всем такого же праздничного настроения.
К другим темам. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Такие задачи поставил Фонд социального страхования на круглом столе, который приурочен к месячнику охраны труда. В результате проведенного анализа травматизма заболеваний по региону отмечается снижение числа несчастных случаев, связанных с производством, а количество установленных профессиональных заболеваний, напротив, увеличилось. Большая часть происшествий приходится на город Якутск и промышленные районы республики, такие как Мирный, Нерюнгри, Алдан, Аймикон и Ленск. Ежегодно порядка 300 травм у нас проходят, которые делятся на легкие и тяжелые. В прошлом году у нас порядка 60 случаев было тяжелых несчастных случаев и, к сожалению, 16 случаев смертельных. Поэтому ведется сейчас большая работа региональным отделением. На эти цели в этом году у нас предусмотрено 263 миллиона ассигнований. И поэтому я призываю всех страхователей до 1 августа подать заявление в региональное отделение фонда для использования вот этих средств на предупреждение травматизма у себя на предприятии. Пенсии в мае якутяне получат раньше. График доставки денежного обеспечения через почту изменится из-за долгих майских праздников. Так, пенсионерам, получающим выплаты по графику до 9 числа месяца, все средства по линии пенсионного фонда выплатят согласно режиму работы почтовых отделений. Во всех населенных пунктах республики пенсии и иные социальные выплаты за 9 мая отделениями почтовой связи Почты России будут выплачены досрочно с 6 по 8 число. А получателям пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации, то есть через банки, финансирование будет произведено в первый рабочий день после майских праздничных и выходных дней, согласно договорным условиям. Рабочие среднего звена по-прежнему востребованы. Это доказывает то, что с трудоустройством у выпускников Алданского политехникума проблем нет. В течение последнего года материальная база техникума также обновилась, однако залог знаний – это в первую очередь грамотное преподавание. Так, мастер производственного обучения Петр Пастухов способен донести до любого человека музыку и поэзию скрежета металла. Татьяна Вахнина продолжит тему. КАМАЗ и 4 легковых автомобиля – это далеко не все новинки, полученные Алданским политехникумом. Автопарк существенно обновился согласно плану социального развития центров экономического роста. Средства на покупку техники, выделенные из бюджета Якутии, Минобразование распределило между 6 СУЗами республики. Для нашего техникума приоритетами сегодня является развитие таких профессий и таких компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills. Это, во-первых, подготовка машинистов на открытых горных работах, подготовка машинистов дорожно-строительных машин, электрогазосварочное производство, мастера по ремонту автомобилей и химический лабораторный анализ. Автогрейдер техникум получил в сентябре 2018-го. Навыки на нем оттачивают студенты, осваивающие специальности, связанные с тяжелой техникой. Задач, возлагаемых на автогрейдер, масса. Он используется для расчистки автодрома, а также для уборки снега, как на территориях учебных корпусов, так и на улицах города. По характеристикам довольно хорошая техника дорожная. Двигатель, будем говорить, ЯМЗ-236 стоит, который в обслуживании довольно прост. И сама конструкция этого грейдера устраивает. Спустя месяц в Алдан был доставлен бульдозер. Землеройная машина используется не только для практического обучения студентов, но также для повышения квалификации специалистов, работающих на предприятиях района. Кроме того, на базе техникума ведется обучение рабочим профессиям на специальных курсах. Слушатели также осваивают навыки на тяжелой технике. Значит, бульдозер Чебоксарского завода Т-9. Будем говорить, самый маленький бульдозер. Безусловно, техническое оснащение в обучении немаловажно, однако залог знаний – грамотное преподавание. Преподаватели в техникуме не просто имеют высокую квалификацию, они искренне любят свое дело. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А следующий наш сюжет про дальнобойщика Александра Бросина из Ленского района. На автобазе уже 37 лет, за его плечами миллионы километров и тонн грузов. Романтика или тяжелый труд, узнавала наш корреспондент Анна Кожевникова.
Этот руль не терпит женских рук. Такие машины предназначены для перевозки крупногабаритного груза на дальние расстояния. А северные автозимники – испытания не из легких даже для опытных водителей с многолетним стажем. Но если бы я была мужчиной, я бы обязательно выбрала профессию дальнобойщика. На север за романтикой, в тайгу по бездорожью за приключениями. Избитые клише советского периода, но так оно и было. Александр Абросин работает в Ленской автобазе номер 1 с 1982 года. Он один из старейших сотрудников. Почти 40 лет крутить баранку по северным заснеженным трассам, он, признается, не устал. Техника поменялась за это время, за 30 с лишним лет. Это даже как бы все строилось, все развивалось. Валроса у нас там фабрики строились. Ну, сейчас тоже как бы новые вот открыли. Сейчас карьер в Айхале. Муну открыли, сейчас новое направление у нас тоже вот работаем. Ежегодно спидометр его автомобиля наматывает в среднем 80-90 тысяч километров. За 37 лет работы в Ленской автобазе за плечами дальнобойщика более 3 миллионов километров. География его путешествий обширна. Оленек, Анабарс, Искалах, Юрингхая, Накын, Нюрба, Усть-Кут, Якутск. А зимой самой дальней его точкой было море Лаптевых. Самую низкую раз застали, но это, как сказать, официально было, мы приехали, когда спросили в Анабаре, на метеостанции в аэропорту было минус 73. Ну, на речке, может, даже похолоднее было. Поэтому главное, чтобы машина выдержала. Люди обычно закаленнее железа, но у каждого водителя в дорогу есть свои приметы. Ну, с одной стороны, это нельзя загадывать, это раз, это первая примета. Потому что, что загадаешь, так это стабильно ничего не получится. Ну и не говорить, естественно, что там, если вот когда перед отпуском или куда-то, там последний рейс куда-то, нельзя такое говорить. К Александру Ивановичу часто обращаются за советом молодые водители. В коллективе он пользуется заслуженным авторитетом. Стажирует постоянно, ездит с молодежью, подсказывает, обращаются к нему с вопросами, то есть он всегда подскажет, всегда поможет. Когда-то что-то не получается, спрашиваем у старичков, у наших разбойничков. Мы их уважаем, ценим. Мимо не проезжаем, они тоже так же нас не проезжают. Александр с детства знал, что такое северная трасса, и своих детей он тоже познакомил со всеми прелестями профессии. Их деятельность хоть и косвенно связана с машинами. Старший сын руководит дорожной фирмой в Иркутске, а младший работает на СТО «Вольво» в ленских авторемонтных мастерских. Он, считает, работал уже 37 лет. Считаю, в автобазе уже работает. Дедушка у нас тоже, получается, работал. Сколько лет, уже много. Но главное для водителя, когда он отправляется в дальний рейс, чтобы на душе было спокойно и дома ждали любящие сердца. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах новостей.